Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. И в начале главных темах. Завершение учебного пути. В Российском исламском университете прошла торжественная церемония вручения дипломов. Готовы приступить к получению образования. Есть результаты, есть люди, которые устроились на работу, нашли себя в других профессиях, в других организациях. В администрации главы правительства республики прошло заседание по подведению итогов на обучение в рамках регионального проекта «Турпалхо-95». Гран-при войнах 2025. Шахматисты, имеющие рейтинг, они могут в любом турнире в России играть. В Национальной библиотеке Грозного прошел турнир по шахматам. Исламский мир встречает Новый год по хиджи. В мечетях республики по этому случаю читают мавлид и делают зикр. С этого дня у мусульман начинается месяц Мухаррам, который считается вторым по значимости после Рамадана. Он знаменует момент переселения посланника Творца из Мекки в Медину, с которого начинается летоисчисление. Знаменуя это поистине великую дату, муфти Салах Хаджи Межи вместе с верующими и мюридами мечети имени пророка Исы, мир ему, совершили коллективный вечерний намаз, сделали дуа и принялись к священным обрядам. В стенах Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева состоялось торжественное вручение диплома выпускникам вуза. Это значимое событие собрало не только самих студентов и их наставников, но и политических и религиозных деятелей, подчеркивающих важность духовного образования в современном мире. Какие напутствия получили выпускники в репортаже Рамзана Абуева. С чтения суры благородного Корана началась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Российского исламского университета имени Кунта Хаджи. В своей напутственной речи ректор Абдурахим Мутушев подчеркнул, что приобретение знаний является обязательным для каждого верующего и служит ключом к пониманию веры. علم دق اللي حاج زعما نشوفها ويقولوا شنو يستيح يشوفنا شو وسيع ودعاء وسيع ودعاء وريش شاشو خل زعما نشوف هيك عنده العلم وعلم يقيق دل عليه بس تعطون ما بيوصل اش حالات العلم شريعه لون تاعها زاد شيء تسيزه شاشه تسيزه نهايه تسيزه شريعه الذي طريقة الرديزة وثم يو لا استعيد اللون خليشة دعيت عندوش يعطوك شو إنتي وي أقمحكي بلاحشة وي تيجيش بلاحشة باش توتشة شاش المجديان جديد لما نشوح شليل رتاء داخل تاء إير تاء أمل تاء غلق تاء شاشة علم عمين هندو ناخدو الخائب تشخين دوشتغو أو خليشون دائما تأخر يزنعي بأخر يزكا أش إيش ليردوي شون شين دوش يتي والله مسنا дош это сих я скромно жизнь. Российский исламский университет сегодня один из символов духовного возрождения региона, отметил в своей поздравительной речи Галас Таймасханов, руководитель администрации главы и правительства. Сегодня очень важный день в жизни выпускников и их преподавателей. Наши алимы и старейшины всегда считали изучение религии, канонов ислама и совершение благоугодных деяний святым делом. Мы не только получили религиозное образование, но и право на преподавание и передачу знаний, полученных в стенах Российского исламского университета. Ислам – религия, которую можно изучать всю жизнь. На вас большая ответственность. Необходимо совершенствовать свои знания, углублять полученные знания. Вы должны правильно себя поставить в обществе и быть примером для подрастающего поколения. Поддерживайте связи друг с другом, всегда советуйтесь со своими преподавателями. Вы действительно счастливые. Многие молодые люди ушли из жизни, не имея возможности получить религиозное образование.
Уверен, они были бы очень рады, увидев ваше положение и возможности. Все эти позитивные изменения, строительство мечетей и учреждений, где можно изучать ислам, стали возможны благодаря пути, который начал наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Да, Лазо Обалдуэльцин. Выражаю огромную благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за ту помощь и поддержку, которую он оказывает университету и всем учреждениям, где преподают религиозные знания. Сегодня вы вступили на очень благородный, полный испытаний, но в то же время богоугодный путь. Мы благодарим всех, кто привил вам любовь к вере. Желаю вам удачи и всех благ. Быть полезными своему народу и всей мусульманской умме. За выдающиеся заслуги благодарственные письма главы вручили наиболее отличившимся сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Мутушев Абдурахман Абдулбешидович, декан факультета шариатских наук Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кадырова. 7 лет учебы, волнения и экзамены позади. Для студентов наступил долгожданный момент вручения дипломов. Почти 30 выпускников получают диплом об окончании вуза с отличием. Усманов Джабраил Асламбекович, диплом с отличием. Среди тех, кто получил красный диплом, Магомед Арби Нагаев, окончивший университет по специальности «Исламское право». Он признается, что годы учебы пролетели незаметно, и за это время, помимо ценных знаний, он приобрел множество верных друзей. Магомед Арби уже работает в медресе, передавая знания новому поколению. Церца ашику юч, церхак долка, церкун хагдул ильман тиада дуйштат, церхак долка изолил что сагдук, кан قيمتنا цен шея дик амали тептерштят цен карурдул. Ах центру хагдул дерш дик ильман дерш خلصا إذا تعلو يق تحتق شتول شعورنا دقوشرول. цундера دقر بركل آلير تخونا خي مسو تخون علم حاجان تخون تخويتاني قميل حاجان. Этот день, а вместе с ними все годы студенчества навсегда останутся в памяти молодых людей. Какими бы ни были их дальнейшие жизненные пути, они, несомненно, будут вспоминать эти прекрасные моменты с теплотой. Ну а впереди открывается новая глава, полная возможностей и свершений. С момента своего открытия в 2009 году университет подготовил уже 12-е поколение специалистов. В числе сегодняшних 83 новоиспеченных выпускников 30 девушек, получивших заветные дипломы. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В рамках специального цикла, посвященного годовщине регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, мы продолжаем рассказывать истории тех, кому была оказана помощь. Сегодня наши герои — семьи, которые обрели не просто крышу над головой, а новый шанс на счастливую жизнь. Как изменилась их судьба и что значит для них поддержка фонда, расскажет Медина Мударова. Но ответили мы своему призыву и не оставим своих богов. Вот так теперь 17-летний Мухаммед Али проводит каждый вечер со своими сестрами. Юноша родился с диагнозом ДЦП, поэтому уход должен быть индивидуальный и очень тщательный. Ранее семья Баймурзаевых жила у родственников, там обеспечить все это не удавалось. Учитывая, что парень еще и на домашнем обучении, жить вместе с другой семьей было, мягко говоря, нелегко. Новый дом Баймурзаевы получили в 2023 году. Его возвели за счет регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Оснащение также взяла на себя благотворительная организация. У нас условия не очень были. Было трудно его таскать в кухню. И ванной у нас не было. Все время приходилось в комнате делать. А так у нас и ванная комната, и все в порядке, алхамдулилlah. У меня не было даже надежды на такое. Мы же никуда не обращались.
Трудно переоценить наличие собственного дома для семьи, в которой растет ребенок с особенными потребностями. Теперь каждый обрел личное пространство, где можно заниматься любимыми делами, учиться и отдыхать. Все комнаты просторные, сам дом оборудован всем необходимым. Вода, газ, электричество. Есть все. ديل حلا بال رمضان كديروس أقصنان أيمان حلا ديل شوزل شيء أرست هالسينوش ديتون دخز مالخسن خزينوش هو تدق ديناس دول ملا دنيا. А вот семья Муситовых. Их история – еще одно свидетельство неравнодушия регионального общественного фонда. 4 детей вместе с родителями ютились в аварийном доме, а затем и у родственников. Так они прожили несколько лет, мечтая о собственном уголке. Теперь их фантазии стали реальностью. Муситовы безмерно благодарны фонду за шанс начать новую жизнь, признается глава семейства Асруди. تجدر امتقيت الطعام مبالنيا وارتلم دما يحقني قيتد اشتاش وقت اتشعطب لني ياسر دير ياسر دو بيشر ونقشي بيشر شو خالدر والأسلوبش ياسر هينس أسلوب ديكيم دال ساعة ديلتر بوفش عشر ندخل. Всего в селении Ялхоймовк фонд построил 41 дом для нуждающихся семей. В каждом по несколько просторных комнат в зависимости от количества человек в семье. Условия самые лучшие. Isto fond kugel holo emanisienas duqa mishknagan rilshnan godina sandelres khil dal sa dol sal meldinak. Duhtish 18 года дитино денир. Ахцул я хайш 19 года, 23 года. 23 года Алсенс иноштенира, Треберц инодер, Эцендинег. Это лишь капля в море по сравнению с тем, каких масштабов помощь оказывается фондом. Сотни домов, продуктовых наборов и счастливых семей. Поддержка идет абсолютно во всех направлениях. Медина Мударова, Магомед Абасаев, Вести, Чеченская Республика. Более 50 участников СВО успешно прошли отбор и готовы приступить к получению образования. В администрации главы правительства Чеченской Республики прошло заседание, посвященное подведению итогов на обучение в рамках регионального проекта «Турполход-95». Все они действующие военнослужащие, проявившие лидерские качества и стремление продолжить служение уже в русле органов государственной и муниципальной власти субъекта. На встрече было уделено внимание формированию состава участников, а также структуре образовательного блока, который реализуется на базе ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. Учебный курс охватывает как теоретическую подготовку, так и практическую стажировку. Программа направлена на всестороннюю профессиональную переориентацию бойцов, прошедших СВО, и призвана обеспечить их эффективное включение в управленческую систему региона. Все задействованы, заинтересованы, очень ответственно подошли к поставленной задаче, поэтому мы сейчас находимся в заключительной стадии. Кандидатур подобрать, и на нас подобрать, и на Юца Босса, в лице Замида, военкома, всех заинтересованных, Масар участвует, и так, Бухаз, вы коллеги подобрать, и на Далмалаха, вы Боленч Балхаз Бисмал Дахкана, Дабулен Бат, глава сил поручения, потому что это установка президента Российской Федерации, он внимательно контролирует, координирует эту работу, часто встречается с этими людьми, которые вот на федеральном уровне прошли эту программу. Есть результаты, есть люди, которые устроились на работу, нашли себя в других профессиях, в других организациях. В рамках Всероссийского форума с международным участием «Россия. Дом народов» прошел межрегиональный фестиваль русских народных сказок и сказок народов Северного Кавказа под названием «В тридевятом царстве». Фестиваль стал площадкой для детей младшего школьного возраста, где они продемонстрировали свои таланты в исполнении сказок. Основная цель мероприятия – популяризация русского языка как средство межнационального общения, а также сохранение русской культуры и культур народов Северного Кавказа. Организаторами выступили Дом народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальности. Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения участников. Детишки, любите наши сказки, нашу историю. Вы знаете, что наши враги, которые находятся далеко от нашей страны, они хотят, чтобы мы забыли наши традиции, чтобы мы забыли нашу историю, чтобы мы не знали свою историю.
Они хотят нас вот так вот оторвать, дистанцировать от наших религий, обычаев. Но вы такие молодцы, что участвуете в таких мероприятиях, транслируете нам такие постановки, сказки. Это значит только одно, что мы никогда не дадим нашим врагам достичь своих целей. В рамках года Грозного продолжаются масштабные субботники. Социальный фонд активно ведет работы по комплексному благоустройству закрепленных за ним территорий. Такие акции уже стали неотъемлемой частью городской жизни, способствуя поддержанию чистоты. Благодаря системным субботникам город становится чище и уютнее. Как совместными усилиями меняется облик столицы, узнаем у Магомеда Азиева. Субботники – как часть стратегии по улучшению качества жизни населения, развитию гражданского общества и воспитанию ответственного отношения к окружающей среде. С 1 апреля Социальный фонд Чеченской Республики начал работы на отведенных им территориях. Благодаря правильно отобранным работникам процесс идет своим чередом, не заставляя ждать хорошего результата. Результат, результат. إسحاق مش هقول اتسل عالم قول نو ألشل سوي الشرش دي إسحادوخ штук تدا المقلع. На всей территории задействованы 22 единицы техники. Это механические рукава для подъема сотрудников и 40 с лишним людей. Они поделены на группы, где каждая работает на определенной местности и имеет свои задачи. Из работ ведется ремонт сайдинга, кровельные работы, внешняя отделка домов. К тому же еще одна отделочная бригада занята покраской внешних водосточных труб и дверей. Немало внимания уделяется также и прилегающим территориям, за благоустройством которых заняты остальные группы людей. В целом, субботники являются важным инструментом в создании благоприятной и комфортной среды для жизни в городе. Они помогают сделать его чище и привлекательнее, и также объединяют людей для решения одних задач. Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев. Вести, Чеченская Республика. Сотрудники пресс-служб войск Национальной гвардии Северо-Кавказского федерального округа посетили ГТРК в войнах. Экскурсия по кампании состоялась в рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику. На месте ознакомились с рабочим процессом, созданием информационных и тематических телепрограмм, а также аспектами работы радиовещания. Гостям продемонстрировали технические возможности новой студии для тематической программы «Отражение», которая основана на передовых технологиях трехмерной графики. Она позволяет создавать визуальные эффекты в режиме реального времени, что значительно повышает качество и делает каждую передачу уникальной. Кроме этого, участники побывали в режиссерском отделе, где они изучили, как координируется работа и управление вещанием. Гордость нашей компании – это наша новая 3D-студия, которую мы открыли в июле прошлого года. Такой студии нет ни у одного филиала ГТРК. Сейчас приходят к нам обменяться опытом. А также мы в первую очередь до тематической студии меняли новостную студию. То есть у нас Вести уже выходит вообще другой студии. В принципе, ничем не отличаются от федеральных вестей. 21 век. Гости пообщались с сотрудниками, поинтересовались об особенностях рабочего процесса и служебных обязанностях. Очень хорошие впечатления от самой республики. Видно, что развивается, строится. Поэтому недаром вот именно на площадке управления Росгвардии по Чеченской Республике было принято решение командованием округа провести учебно-методический сбор с начальниками пресс-служб территориальных органов округа. Вот, очень приятно, что такое внимание оказывается нашим подразделениям Росгвардии и со стороны исполнительной власти, и со стороны средств массовой информации. И впечатления только самые приятные. Спасибо вам за ту помощь, за ту поддержку, которую оказываете нашим подразделениям. Вот это очень важно для нас. В столичной библиотеке имени Абузара Айдамирова прошел республиканский шахматный турнир «Июнь-2025» среди мужчин, очередной этап серии «Гран-при войнах-2025». В соревнованиях приняли участие 29 шахматистов из 6 районов республики, а также 3 спортсменов из Ингушетии. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени. Имена победителей в нашем следующем сюжете.
Национальная библиотека в который раз открывает свои двери для начинающих и профессиональных шахматистов. Сегодня там прошли ежемесячные игры из серии Гран-при «Войнах-2025». В играх приняли участие около 30 любителей интеллектуальной игры с районов республики и соседнего субъекта Ингушетии. По итогам турнира у нас шахматисты получают рейтинг. Некоторые новый рейтинг, другие изменяют свой рейтинг, добавляют или уменьшают. Да, вот шахматисты, имеющие рейтинг, они могут в любом турнире в России играть. Всего на турнире отыграли 9 туров. Каждая игра ограничена временем. Для каждого участника по 5 минут. На шахматном турнире необходимо включить бдительность, ведь даже самые малейшие ошибки могут стать роковыми. Игрок должен проявить максимум концентрации и скорость мышления. На турнире сегодня настоящий возрастной размах. Самому младшему участнику всего 8 лет, а самому старшему все 80. Пока одни только учат игровые ходы, другие же вовсю читают соперника как открытую книгу. Как мы видим, главное не возраст, а умение думать на несколько шагов вперед. Идеальный пример – 13-летняя Рабия Шаипова, которая в свои юные годы уже показывает многообещающие результаты. В прошлом году девочка стала чемпионкой республики среди школьников младшей группы, а также успела поучаствовать в международном шахматном турнире «Белая ладья» в городе Сочи. А на сегодняшних играх она заняла первое место среди девочек. Со мной сегодня сыграли новый дебют, который я не знаю, как против него играть. И вот я сегодня спросила, мне объяснили, поняла много своих ошибок и выигранные партии тоже, которые могла выиграть, проиграла и поняла все свои ошибки. Соревнующиеся считают, что подобные турниры помогут повысить интерес к интеллектуальному спорту в Чеченской Республике и поспособствуют в развитии способностей и умений у юных игроков. Гроссмейстером я хочу стать, чтобы выигрывать деньги, зарабатывать. В завершении мероприятия победителям выдали медали, почетные грамоты, а также денежные вознаграждения. Так, первое место занял Магомед Бангаев, а на втором расположился Идрис Джабраилов. Закрыл тройку победителей Адам Шапиянов, Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, Магомед Утаков. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.